Suallerimizga javoblarimizni topdik. Jumat uchun foydali inson nasıl olmalı? Buni angladik. Shunda ise programmamizni devam etamiz do'stlar ve bizim studiyamizda bizim birinchi musafirimiz ve keling so'ngan meraklı suhbatimizni etayik, ama bundan evvel onun yaqincha tanışalayıq. Evet, sayıqlı dostlar, şimdi birkaç daha devamında biz ilim ve tahsil hakkında laf edeceğiz. Bunun için bizim studiyamızda Zarina Gafarova, balalar için merkezinin müdürü. Assalamu alaikum, hoş geldiniz студиямызга. Как настроение? Замечательно. Как началось утро и есть ли у вас секрет бодрого пробуждения по утрам? Мое утро всегда начинается со стакана теплой воды с лимоном. Вот, это является моим пробуждением. После чего я выпиваю чашку кофе и вперед на работу. Отлично. Давайте поближе познакомиться с вашим центром. Расскажите подробнее. Центр искусства... Спорта. И спорта. Я руковожу Центром культуры, искусства и спорта, который находится здесь, в городе Симферополе. Это центр, который объединяет в себе множество спортивных и творческих секций для детей, а также их мам, и в том числе. У нас очень много секций, направленных на эстетическое воспитание. Это хореография, вокал, театральное искусство. Есть спортивные секции карате, английский, немецкий, образовательные. Вот. И для мам фитнес, фитнес-йога, альфа-гравити. У нас сейчас открылось очень модное новое направление. А что это за направление? Это направление, которое способствует растяжению суставов и плюс как бы объединено с физической нагрузкой. Очень полезное для суставов, для спины. Такие специальные конструкции, которые подвесные конструкции. Вот. И после определенного разогрева тело организма подвешивается на специальных таких петлях и выполняются разные упражнения в воздухе. Очень интересно. С какого возраста дети могут обучаться в таких центрах? У нас в центре занимаются детки с 3,5 лет. С 3,5 это младшая возрастная группа, есть хореография, также вот вокал, театральная группа, остальные секции чуть постарше, с 5-6 лет. То есть это все дошкольники? Нет, это не все дошкольники, это дошкольники, дети младшего школьного и школьного возраста. У нас дети до 17-18 лет. Ну, то есть все начинается даже своего рода, это подготовка к школе, ну и потом как дополнительные занятия, можно сказать. Ну да, эстетическое воспитание, но у нас в центре, там, где мы снимаем помещение, есть и подготовка к школе в том числе, поэтому это очень удобно. В здании на втором этаже подготовка, у нас эстетические услуги, поэтому родитель может в одном месте все объединить, вот, не выходя из здания, еще и сам позаниматься параллельно, не тратя на это время. Очень часто встречаются детки, которым сложно адаптироваться в новом коллективе, и такие сложности возникают, когда ребенок идет в детский сад, потом переходит в школу, то есть вот эта адаптация к новым детям, к новому коллективу, к новому преподавателю. Насколько важно посещение таких центров, таких курсов для адаптации ребенка? Ну, я считаю, что все как бы адаптируются по-разному, естественно, исходя из опыта прошлых лет. И у всех разное восприятие, у всех разное семейное положение. Поэтому, когда ребенок приходит, конечно, очень важно и со стороны родителей, и со стороны педагогов помочь ему влиться в новый коллектив, помочь, поддержать, не давить, где-то замотивировать чем-то. Вот. Это очень важно. И в дальнейшем, конечно же, дети, которые посещают еще дополнительные секции, они более усидчивые, они более подвижные, они быстрее адаптируются к коллективу, они быстрее вливаются. И в школе им, безусловно, проще, потому что они уже и навыком каким-то конкретным обладают, и после посещения, конечно же, им проще. Более социально адаптированные, может быть, социально активные. Да. А есть ли у вас какие-либо специальные методики для работы с детьми? У нас в центре работают квалифицированные педагоги, и на каждое направление, конечно же, существуют свои методики. Мы не просто работаем, у нас есть свои программы, цели наперед. У нас собрание руководителей очень часто проводится, и мы на собраниях обсуждаем, какие у нас дальнейшие планы, как мы будем работать, что нам не хватает, что нам стоит улучшить, каким образом проводить дальнейшую работу. Вот. Ну, и все это совмещаем с методическим материалом и наработками прошлых лет. Вот. И делаем какую-то программу, которая подходит, не делаем, а продумываем наперед, чем дети будут заниматься.
При работе с детьми, вот заметно ли, что этот ребенок осознанно сделал выбор, что он хочет посещать именно эту секцию, либо же это все-таки более совет, требования родителей? Нет, есть детки, конечно же, которые сами за руку привели своих родителей и сказали: я хочу, я буду заниматься. Либо которые, придя в центр, уже посмотрели и сказали: все, мы здесь остаемся, будем заниматься, я никуда отсюда не уйду. У меня есть дети, которые прозанимались 5-6 лет, и их сейчас из зала я уже пишу родителям в Вайбере: заберите, пожалуйста, детей, у меня другие группы, они не уходят. Есть детки, конечно же, там мама мечтала стать балериной, привела на танцы: нет, ты будешь танцевать. Конечно же, им сложнее адаптироваться и сложнее понять, потому что, понятное дело, что все это творческий полет, это здорово, это прекрасно, но все равно за всем этим стоит большой труд, и дети, ну, понимают, естественно, по-разному. Мы включили дома одну песню, они протанцевали и думают: о, как хорошо танцевать, пойдем на танцы. А на самом деле это большой труд, и когда люди приходят в коллектив работать, им приходится там работать. Помимо того, что у нас программа выстроена, конечно же, в игровой форме для маленьких деток, для старших сложнее, и у нас внедрены уже более сложные, сложные предметы. Им тяжело адаптироваться, но если человек пришел осознанно и хочет чего-то достичь, и видит перед собой итоговую цель, а у детей она тоже есть, то, конечно же, проще. Но есть такие, которых родители привели: будешь. Тогда мы стараемся просто либо подобрать другую секцию, то, что ребенку будет интересно, и то, чем он будет заниматься с удовольствием. Ну, либо они делают выбор сами. А в секции иностранных языков там дети изучают только иностранные языки, да? Английский, немецкий. У нас на данный момент есть английский, немецкий, польский и чешский. То есть они изучают только языки и ничто другое? Либо же там у них есть и другие предметы? Согласно возрасту, программе в школе, там индивидуально подбирается обучение. У нас в основном малые формы, нет больших групп. Вот. Малые формы – это до 4-5 человек. Мы стараемся после первого занятия, у нас педагог просматривает, общается с ребенком и понимает, на каком уровне он владеет на данный момент языком. Подбирает отдельную программу. Тут, опять же, в зависимости от того, кто какие цели преследует. Кто-то преследует жить за границей, кому-то просто английский в школе подтянуть, кому-то нужно по определенной там оксфордской программе заниматься. Вот. И педагоги, у нас несколько педагогов, они подбирают отдельно программу под деток и уже по методическим пособиям, по учебникам определенным они занимаются с ребенком. А есть ли точные науки? Секция точных наук, таких как Нет, к сожалению, нет. У нас была секция «Сделай уроки не дома», очень, очень хорошая секция, позволяет сберечь нервную систему родителей. И было такое, что приводили деток, педагог с ними делает домашние задания, и потом забирают. Потом остается там на хореографию, на вокал, и потом забирают родители. Во-первых, между кружками, если есть пауза, ее можно занять как бы с пользой дела. Во-вторых, родители не сидят вечером перед сном, не делают домашние задания с муками. С английским и немецким все понятно. Этот язык изучается в школе, и эта секция, опять-таки, как подготовка к школе и дополнительные занятия. Насколько востребован польский и чешский языки? Вы знаете, у нас в этом году появился педагог только польского и чешского языка, и мы думали, что это будет совсем не востребовано. Но, как оказалось, у нас в Крыму очень мало специалистов. Вот по польскому и чешскому вообще практически единицы, и это достаточно востребовано. У нас педагог, который жил в Польше 3 года, вот, то есть она владеет в совершенстве. Детки какого возраста ходят именно на эти секции? От 7 лет. То есть этот период, когда ребенок идет в школу, он начинает изучать правила русского языка, правила грамматики, он учит иностранный язык, как правило, и еще ему хватает ли сил учить еще 3-й иностранный язык? Сил хватает, у детей столько энергии, что у них хватает еще вечером прийти дома и занять семью. А не планируется ли расширение этой секции иностранных языков, добавить несколько новых иностранных языков? Я очень хочу и планирую открыть филиал нашего центра, только в другом конце города, противоположном. И там будут другие языки, да? Ну, другие языки тоже. Конечно бы хотелось крымско-татарский язык, и у меня очень есть в планах большие проекты, связанные конкретно вот своим народом. Я хочу внедрять и делать постановки на крымско-татарском языке, именно в виде мюзиклов детских, чтобы потом показывать это деткам, нашему подрастающему поколению, и воспитывать их,
на нашем языке, на нашей культуре. То есть таким образом в игровой форме, то есть ребенку будет намного интереснее учить и познавать свой родной язык, исполняя какие-то роли, вливаясь в какие-то образы. Да, это будет очень интересно, и, ну, можно прописывать даже там и вокал, и это все, вот как, знаете, мюзиклы, ну, мне очень нравится, да, там на английском «Русалочка», «Кэтс», «Кошки», то есть можно делать, ну, почему у нас нет такого продукта конкретно для детей, потому что у нас, ну, нет, ну, во-первых, специалистов, может быть, недостаточно, во-вторых, людей, которые хотели бы это организовать. Вот мне бы очень хотелось сделать это для наших деток, но, к сожалению, пока вот нет сил, я не справляюсь сама. Вот. Нет сил в виде поддержки, ну, помещения, это аренда, она стоит, как вы знаете, в центре у нас очень немало. Вот. Специалисты есть. Вот То есть, вопрос в этом вопросе трудностей да. не возникнет. В этом вопросе трудностей не возникнет. Кто ищет, тот найдет. У меня есть на примете, когда я планировала и открывала этот центр. В прошлом году, 3 сентября мы открылись. Только у нас молодой очень центр, мы год всего лишь. Вот. Я планировала сделать, но из-за того, что помещение в центре, и мы стартанули уже в сентябре, получилось, что набором заниматься то есть набрались бы детки только к декабрю месяцу, а аренду стоило платить здесь и сейчас, и поэтому мы пока это направление закрыли, но оно в планах, и оно есть, и очень хочется реализовать это. Участвуют ли ваши детки в каких-либо фестивалях, конкурсах? Да, у нас детки очень много участвуют в городских мероприятиях, в благотворительных концертах мы принимаем участие, и неоднократно принимали участие в Доме престарелых на Дмитрия Ульянова, в нашем крымско-татарском Доме престарелых. Может, такое, знаете, такое заведение. Вот. Очень мы стараемся помогать, ну, для деток с домов-приютов мы выступали. У меня занимается в центре человек с ограниченными физическими способностями на инвалидной коляске, ну, абсолютно бесплатно. Ему очень нравится петь, и после того, как мы выступали вот на одном из благотворительных концертов, он подошел и говорит, ну, я вот прям мечтаю, очень хочу, можно ли как-то. Ну, и вот мы договорились с преподавателем, она с ним тоже абсолютно бесплатно работает. Осознают ли детки, насколько важную миссию они выполняют, участвуя именно в таких мероприятиях? Осознают. Мы стараемся им рассказывать, показывать, настраивать заранее, что это такое, куда мы идем, с какой целью мы идем. И я с ними все время разговариваю и стараюсь им донести суть, что они не просто выступают, что они не просто артисты, они несут очень важную роль, что они являются как бы такими носителями прекрасного настроения, мотивации, что они делают очень доброе дело, помогая. Но также мы ездим и за границу, у нас есть конкурсы среди вокалистов, хореографов. Мы ездим, возим деток. В апреле месяце мы были в Пицунде в Абхазии, в Сочи. Вот, в прошлом году мы ездили в Санкт-Петербург, в Москву. Это помимо крымских фестивалей, конкурсов. А сейчас готовитесь к какому-либо фестивалю? Мы готовимся в Ялте, остров счастья, в город Ялту. Вот я повезу деток в конце октября. Что это за фестиваль? Песни, танцы, либо еще? Это творческий фестиваль. У нас сейчас очень много на самом деле фестивалей. Я просто подбираю удобные даты и стараюсь в эти даты, ну, найти что-то. Если не нахожу, ну, конечно же, есть фестивали, в которых мы ежегодно принимаем участие, которые рейтинговые. Ну, уже неоднократно мы принимали участие, нам нравится организация. Вот в них мы принимаем участие регулярно. Есть фестивали новые, присылают приглашения, просто на почту мы рассматриваем, обсуждаем с родителями. Все фестивали, к сожалению, коммерческие практически, поскольку у нас организация коммерческая, вот, мы не можем принимать в бюджетных конкурсах. То есть это от школ, от каких-то, можем только в коммерческих. А не бывает ли детям уже школьного возраста тяжело из-за школьной программы и параллельно вашей программы? Бывает. Очень часто сталкиваемся вот с случаями, когда ребенок ходит 5-6 лет, и потом тяжело, либо съезжают оценочки в школе, и родители тогда прибегают к тому методу. Очень часто вообще родители шантажируют на самом деле кружками детей. И я не сторонник этого, конечно же, но если нет других методов воздействия, им приходится к этому прибегать. Вот, и говорят, вот будешь учиться плохо в школе, не пойдешь на танцы, потому что понимают, что танцы там, либо вокал, это для ребенка очень дорого, что ему очень нравится, и тогда ребенку приходится подтягивать учебу в школе для того, чтобы ходить на кружки.
Бывает такое, но тут уже ничего не поделаешь, потому что дети вырастают, они поступают в вузы, и в 11 классе, естественно, подготовка к поступлению, как правило, детки уже вот до 11 класса, а потом уже... А бывали ли у вас такие случаи, когда ребенок, опять-таки, по требованию кого-то из родителей пришел, но вот не его это, то есть он не хочет, но все-таки нужно с ним заниматься, потому что этот ребенок в этой секции? Бывают, конечно, бывают. Родители приводят, и будешь заниматься, чем по улице болтаться без дела, вот будешь, значит, танцевать. Ребенку не нравится, конечно, с такими детками сложнее. У нас как бы очень хорошая дисциплина в центре, и руководители все вовремя начинается, внутри занятия, ну, как бы все четко, дисциплинированно. Но между тем, когда возникает проблема, когда ребенка заставляют, и ребенок пришел с желанием, конечно же, тот, кто пришел с желанием, он достигает большего результата, и ему нравится то, чем он занимается, с удовольствием. Тот, кто пришел с нежеланием, может в процессе привить себе желание, потому что иногда приводят, ребенок не понимает, что это, чем там будут конкретно заниматься, понравится ему, не понравится. Он себе рисует в воображении одну картину, а придя в центр, получает другую. И у нас было много таких деток, которые не хотели, а сейчас, вот как я говорю, не выгонишь из зала. А как вы считаете, вот правильно ли заставлять ребенка и как это отразится на его психике? Потому что, вот как вы говорите, один ребенок, он занимается с удовольствием, то есть у него получается. А второму это не так интересно, у него не так получается хорошо, как у второго, и вот он думает, что я чем-то хуже, у него получается хорошо, а у меня хуже. Ну, так это здоровая конкуренция, это жизнь, и все люди конкурируют друг с другом, и кто-то лучше, кто-то хуже, но как привить желание, да, мы сейчас говорим об этом. Мне кажется, родитель каждый, когда приводит ребенка своего в секцию, он сам должен быть прежде всего в семье примером. Он должен показать, что это такое, объяснить ребенку, куда мы идем, для чего мы туда идем, что мы развиваемся, мы культурно растем, ты достигнешь того, того и того впоследствии. Это здорово, это красиво. Показать ему какие-то мотивационные фильмы, показать ему ролики, где детки, если он ведет его на английский язык, показать ему примеры, где люди поступают, да, куда-то в какие-то вузы, в те же там заграничные, либо у нас, которые владеют хорошо языком, детская журналистика на иностранных языках. Показать ему примеры хорошо танцующих детей, если он ведет на танцы. Вот, самому быть примером. И, конечно, тогда детки, все же из семьи, я считаю, что все из семьи исходит. И когда, все лежат на диване, а ребенку говорят, ты идешь работать, естественно, у него не возникнет желания работать. И нужно прививать это. Если конкретно секция не подходит, то, наверное, нужно разговаривать со своими детьми, узнавать, что им более интересно. Ведь никто, как родитель, лучше не знает своего ребенка. Кому-то интересно рисовать, у кого-то способности к языкам, у кого-то к танцам. Это все индивидуально, вот, и что-то ребенку все равно интересно. Да, благо секций сегодня очень много. Да, Расскажите про преподавательский состав. Сколько профессионалов занимается детьми в вашем центре? У нас сейчас около 10 педагогов. Вот. Все квалифицированные педагоги со стажем работы не менее 5 лет. Очень много педагогов у меня, которые работали за границей. И сейчас приехали сюда к родителям на родину, вот, и решили остаться здесь. Вот у нас педагог по вокалу Юлия Качула, она жила в Польше, сейчас обосновалась здесь. У нас хореографы Дмитрий и Ирина Жаворонковы, они жили в Китае 5 лет, сейчас приехали сюда. Вот. У нас хороший состав, очень преподавательские, квалифицированные педагоги. Они сами часть являются еще артистами. Диляра Махмудова у нас певица, очень известная, крымско-татарская. Вот. Понятно. Приводите. То есть центр действительно очень интересный, и я думаю, каждый ребенок найдет в этом центре что-то интересное для себя. Каждый ребенок найдет что-то интересное для себя, и родитель тоже, потому что у нас для родителей тоже есть много интересных секций, и мама, отдав своего ребенка в одном зале, пока он занимается, может позаниматься в другом зале. То есть там вообще взрослые могут... Да, вообще взрослые. У нас есть много параллельных групп, где детки занимаются театральным искусством, например, мамы занимаются фитнесом. Дети занимаются хореографией, у мам фитнес-йога. Альфа-гравити, вот направление новое, про которое я говорила, тоже параллельно с занятиями.
То есть маме не нужно думать, как же убить время, пока мой ребенок будет Либо на идти секции. ехать в противоположный конец города для того, чтобы позаниматься где-то в спортзале. Ну, можно, да. И плюс час, там, полтора, когда идет занятие, за это время, как у нас движение такое, да, в городе очень, очень насыщенное. Вот, пока человек доедет туда и обратно, уже, собственно, и забирать. Конечно. Чок Сауловна за такую интересную и полезную информацию. И к завершению нашей беседы ваши пожелания телезрителям. Наши пожелания телезрителям, мои пожелания телезрителям, не бывает образования, культуры мало, да. Я желаю, чтобы все люди, наш народ и все люди в целом образовывались, воспитывали своих деток, вкладывали в них. Дети – это наше будущее. Вот. И за детьми стоит культура нашего народа, за детьми стоит будущее. Поэтому вкладывайте, развивайтесь и будьте счастливы. Чок Сауловна. Вам всего лишь 1 год, но вы уже достигли такого успеха. Желаем вам процветания и ждем вас снова в гости. Бөлелек достар, бала тәсілі не қадар мұйым олғанны біз аңладық. Шынды есе программымызны девам етеміз. Бізім невбеттегі қысымыз енді азыр келіңіз соны бері-берлікте сейретейік.